Ассаламу алейкум, сахамсарам яххой. Приветствую вас, уважаемые зрители, на 6-м выпуске видеоуроков ингушского языка от English Education. Я надеюсь, что вы находите нашу работу интересной, и она помогает вам улучшать ваши познания в вопросе ингушского языка. Данные ролики полезны не только для тех, кто плохо владеет ингушским, но также для тех, кто является носителем языка. С помощью данных роликов они могут совершенствовать свои знания в области грамматики. На данном уроке я хотел бы рассказать вам про вопросительные местоимения и как строить вопросы с их использованием, а также про притяжательные местоимения, которые довольно часто встречаются в ингушской речи. Давайте приступим. Что же такое вопросительное местоимение? Для тех, кто не знаком с данным понятием, хотел бы дать краткое разъяснение, что такое вопросительное местоимение. Это слова, которые служат для выражения о предмете, качестве и свойствах предмета. То есть это слова «кто», «где», «что», «куда», «откуда», «какой» и так далее. В русском языке построить вопросительное предложение как с использованием вопросительного местоимения, так и без него довольно просто. Нужно всего лишь сменить интонацию предложения, и вы получаете вопрос. Но в ингушском языке дело обстоит немножко сложнее. Для того, чтобы построить вопрос с использованием вопросительного местоимения, нужно знать определенные правила. Возьмем, к примеру, вопросительное местоимение «кто». Мала. Чтобы спросить, кто это, человек, не владеющий правилами ингушского языка, скажет «мала из в», и это будет ошибкой. И вся ошибка в таком предложении кроется в нашем глаголе to be, ингушским вариантом данного глагола. Или, как мы его называли на наших предыдущих уроках, предлог, используемый вместе с существительными. Так вот, в чем кроется вся соль? Особенность таких предложений в том, что когда мы составляем вопрос с вопросительным местоимением, то наш глагол to be, то есть наш предлог, переходит вперед. То есть он кидает существительное своего брата и сваливает вперед. Он такой, кидало. Они вот существительным всегда так вместе двигаются, они из одной тарелки едят, и он такой, все, он сваливает. Негодяй. В утвердительных и вопросительных предложениях он у нас привязан к существительному, но тут он переходит на первое место. Так вот, составим тоже предложение. Кто он? Но уже с учетом этого факта. И мы получим «мала в из», кто он. В таких предложениях есть особенности, про которые непременно нужно помнить. В вопросительных предложениях с использованием вопросительных местоимений не меняется форма глагола to be, как это происходит в обычных вопросительных предложениях. В обычном вопросительном предложении, как мы уже с вами разбирали ранее, мы поменяли форму нашего «в» на «ви» и получили вопрос. Но тут у нас есть вопросительное местоимение, которое само в себя вбирает вопрос, и именно поэтому форма глагола to be остается неизменной. Давайте разберем еще пару примеров таких предложений, которые помогут нам лучше разобраться в сути данного вопроса. К примеру, мы захотим сказать «Кто твои братья?» И мы скажем «Малыш б хавежари». Многие сейчас могли бы сказать «Так, Башир, что-то тут не то. Ты же буквально минуту назад говорил, что слово «кто» переводится как «мала», а сейчас говоришь «малыш». Так вот, хочу вам сказать, что «мала» переводится как «кто» лишь для слов, используемых в единственном числе, а для слов в множественном числе мы говорим «малыш», что также переводится «кто». «Малыш б хавежари» – «кто твои братья». Или давайте прибегнем к другому примеру, где другое вопросительное местоимение. Возьмем местоимение «меча». Где? Где наши дети? Меча «д» вейберыш. Надеюсь, не нужно напоминать, почему мы здесь используем «д», а не «б», как с мужским и женским классами в множественном числе. Но для тех, кто мог забыть, напомню, что в классах имени существительного у нас есть исключения. И слово «бер» – ребенок, и «бьерыш» – дети. У нас слова исключения, с которыми мы используем предлог «д». Можно сказать и по-другому, просто поменять слова местами. Например, то же самое предложение «где наши дети?». Мы можем сказать «вейбьерыш меча «д». Тут наш предлог окажется в самом конце, но он все равно привязан к вопросительному местоимению «меча». Разберем еще один пример с другим вопросительным местоимением. Давайте спросим «как твои дела?». Это предложение, которое непременно пригодится вам в вашей повседневной деятельности. Для этого нам нужно вопросительное местоимение «мишта». Как, какой. «Как твои дела?» «Мишта де хагулукаш». Или также наоборот. «Хагулукаш мишта де». Означает это ровно то же самое, и мы также видим, что предлог остается привязан к вопросительному местоимению. Почему мы используем здесь предлог «д», мы разберем на наших будущих уроках, когда будем разбирать средний класс имени существительного. А теперь давайте подытожим, что же мы поняли из вопросительных местоимений.
Мы выяснили, что вопросы с ними составляются немного иначе, чем обычные вопросительные предложения, где мы просто меняем форму предлога. А также мы узнали, что здесь мы меняем расположение предлога, то есть он нас бросает существительное и уходит к вопросительному местоимению. Негодяй такой. И пришло время перейти к притяжательным местоимениям. Для начала разберемся, что же это такое. Это такие же обычные местоимения, только вот, например, вместо «я» будет «мой», вместо «ты» – «твой», «он» – «его», «она» – «ее» и так далее. То есть это местоимения, которые выражают некое долженствование. Так вот, какие они у нас в ингушском языке? Я буду говорить вам обычные местоимения и притяжательные, чтобы вам легче было запомнить. Так вот, «со» – это «я», а вот «мой», «моя», «моё», «мои» мы скажем «с». Далее «хо» – это «ты». И точно так же «твой», «твоя», «твоё», «твои» будет «ха». «Он», «она», «это» у нас было «из», а вот «ее», «его» будет «цун». Давайте составим пару предложений, что помогут нам лучше закрепить материал, и перейдем ко второй части притяжательных местоимений. Скажем «он мой брат». «Из савоша в». Ничего сложного, не правда ли? Или давайте еще используем вопросительные местоимения, которые мы сегодня уже разбирали. Скажем «кто твой брат?» «Мала в хавоша». Все более чем просто. И давайте разберем еще один пример и перейдем к местоимениям в множественном числе. Они ее сестры. Уж цун ежери б. Они ее сестры. Далее перейдем к множественному числу. Также сначала скажу обычные местоимения, а затем притяжательные. Мы – это вэй и тхо, а вот наш – это вэй и тха. Обратите внимание на то, что местоимение вэй у нас не меняется в зависимости от контекста и может означать мы или наш. И не забывайте, что тхо – это мы. Покажу вам на примере, как это работает. Вэй луал хой дэ. Мы соседи. Здесь у нас вэй выступает в роли мы. А если уж вэй луал хой б, они наши соседи, то тут уже в роли наш. А тхэ – это также означает наш. Далее, вы – это шо, а вот ваш – это шун. И последнее уж – это они, а цар – это их. Разберем пару примеров для закрепления материала. Они ваши друзья. Уж шун доттаги б. Или же она их гость. Из цар хэша е. Коротко резюмируем все, что мы с вами сегодня разобрали. Мы узнали, что такое вопросительные местоимения и как составлять вопросы с их использованием, а также разобрали притяжательные местоимения. Ну а на этом наш с вами урок подходит к концу. Подписывайтесь на инстаграм ассоциации ИГАЛ и следите за их деятельностью. Может, их новый проект придется по вкусу именно вам. Ну а также на мой инстаграм English Education. Обе ссылки будут в описании к видео. Я с вами прощаюсь и до новых встреч. Ассаламу алейкум. Адика хейлашун.